Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», в студии Ирина Ефимова. В 2023 году в Якутске открылся первый кампус «Школа-21 Якутия» по обучению программированию, наверное, не только программированию, для всех желающих. В торжественной церемонии открытия принял участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Якутии Асен Николаев. Тогда же были намечены первые планы и обсуждались вопросы, касающиеся развития человеческого капитала в нашей республике в целом. О том, как сегодня идут дела у учеников «Школы-21», какие задачи стоят перед педагогами и чего удалось достичь за прошедший год, поговорим сегодня с нашей гостьей, исполняющей обязанности генерального директора «Школы-21 Якутии» Екатериной Спиранской. Добрый вечер, Екатерина Валентиновна. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, телезрители. Извиняюсь. Да, я очень рада, что сегодня пригласили меня на эту передачу для того, чтобы рассказать про нашу школу. Школа-21 – это бесплатная школа цифровых технологий от Сбер, которая приглашает всех желающих, независимо от своих каких-то знаний, навыков, образования, прийти и обучаться абсолютно бесплатно. Как уже сказали, школа наша открыта первая на Дальнем Востоке 9 ноября 2023 года. И наш проект, он реализован благодаря соглашению сотрудничества между правительством Республики Саха-Якутия и Сбером. Наша школа, она такая, можно сказать, имеет особенности, они не классическое образование, как мы говорим, это школа будущего. И вот об особенностях, если можно, я сегодня расскажу. Да, конечно. Но раз я начала с открытия, да, может, вспомните, как это было и насколько вообще удается достигать задач, да, ну, наверное, все в процессе. На самом деле само открытие было действительно очень волнительным, поскольку такая школа, формат такой школы действительно был для нас, ну, наверное, какой-то, ну, не знаю, далеким будущим. Никто не знал, что действительно именно по такой методике уникальной можно обучаться, именно в таком формате. Да, и цели, которые поставила перед собой школа, действительно, они такие амбициозные, поскольку цифровизация, она со стремительной скоростью сейчас развивается, проникает во все сферы жизнедеятельности. И перед нами стоит, конечно, такая задача, чтобы наши специалисты, все, кто попал к нам в школу, обладали вот действительно знаниями, умениями, да, были востребованы на рынке труда, были конкурентоспособными, потому что школа — это не только про именно навыки, цифровые навыки, но и мягкие навыки, которые сейчас действительно, наверное, являются номером один при выборе сотрудников со стороны работодателей. Работа в команде. И вот как раз-таки про это хотела сказать, что действительно школа наша открылась благодаря слаженной, совместной такой работы команды, не только нашей местной локальной, но и команды московской школы, помощь, конечно, руководства нашей республики, помощь местного Сбера. Все это в целом, я думаю, привело действительно к реализации такого классного проекта, как «Школа-21». Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос гостю программы можно, позвонив в студию по телефону 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Екатерина, откуда вообще взялась, как родилась эта идея организовать такую школу? Ну, это Сбер для себя ищет кадры, вот так вот готовит? Нет, на самом деле, вот да, простой вопрос. Да, это ошибочное мнение. На самом деле школы, основные 3 школы, которые были открыты Сбером именно для
по крытию, получается, потребностей своих в кадрах. Это 3 основных кампуса, которые уже существуют более 6 лет. Это в Москве, в Казани, в Новосибирске. И действительно, остальные все кампусы, которые на данный момент открыты, они больше, конечно же, предназначены для того, чтобы быстрее шла цифровизация в регионах, помощь действительно в кадрах, хороших специалистах для региона, для быстрой, так сказать, цифровой трансформации. Но обучение абсолютно бесплатное, это очень привлекает. И, насколько я знаю, там нет возрастных ограничений вообще никаких. Совершенно верно. Если мы говорим про отборочный этап, который называется бассейн, на него можно поступить уже в 17 лет. Пройти его, и уже после успешного прохождения на основное обучение мы принимаем 18+. Но какого-то возрастного ограничения в плюс у нас нет. Если мы берем статистику общую по России, то самый мудрый участник — это 63 года, который учится на основном обучении. На данный момент у нас в кампусе Якутска самый взрослый 49 лет. Ну, как бы обучаться, я думаю, можно в любом возрасте, было бы желание и действительно мотивация развиваться. Вот. А вот этот вот отборочный этап, там какой процент отсеялся на этом отборочном этапе? Отборочный этап, да, это... Какой вообще, ну, примерно, можно Да, ли, какой я, конкурс был, конечно, там, могу сказать. сколько человек Вообще на в место? целом, да, в целом расскажу про бассейн. Он непростой, отборочный этап действительно очень сложный. А почему он называется бассейн, кстати? Бассейн, ну... Чаще всего мы это так рассказываем нашим участникам, когда приходит человек, который абсолютно с нулевыми знаниями в сфере разработки, мы его бросаем в бассейн, так сказать, тест-драйв. Смотреть, утонет, не утонет. 20, да. Его задача не утонуть, доплыть до конца все 26 дней, отучиться, сдать все проекты, адаптироваться к методике. И вот те люди, которые действительно этот бассейн проплывут, не утонут, они такие самые, наверное, мотивированные, адаптированные, и в основном они чаще всего и поступают на основное обучение. Вот. Ну, бассейн — это 26 дней очного пребывания в кампусе, но... На него же тоже какой-то отбор идет, правильно? Да. Туда же тоже нужно попасть? Да. По порядку, значит, чтобы прийти на обучение, необходимо зайти на сайт школы 21 от Сбер. У нас общий сайт для всех кампусов России. По всей стране? Да, по всей стране. Нужно подать заявку, выбрав кампус Якутск, пройти 2 отборочные игры на память и логику. Они, в принципе, не такие сложные, да. Затем поэтапно подать документы и выбрать удобную дату прохождения бассейна. Собственно, если ближайшая дата у нас сейчас 3 февраля, заканчивается он 28 февраля. Сейчас мы практически весь бассейн набрали. Буквально через неделю мы стартуем. Первый бассейн в 2025 году. Вот. 26 дней очного пребывания, но так как у нас одна из особенностей — это персонифицированный трек. Что это означает? 24 часа 7 дней в неделю, 365 дней в году, то есть практически круглосуточно работает наш кампус. Участник процесса образовательного может самостоятельно выбирать график посещения кампуса, то есть приходить после работы, приходить после учебы, строить. Нет такого определенного расписания, по которому он должен приходить. Единственное, что он должен укладываться в дедлайны, то есть сроки выполнения проектов и, собственно... И учиться, не отрываясь от своей работы или учебы. Верно, да. И так как наша еще одна из особенностей — это полностью автоматизированная цифровая отечественная разработка, наша платформа, она позволяет как раз-таки не отрываться от процесса обучения, если есть желание, поскольку там все происходит автоматически, все проекты проверяются автоматом вот в настоящем времени. То есть можно выполнять, тут же сдавать, приступать к новому проекту, выбирать понравившиеся ветки, выбирать любые там направления, которые тебе нравятся, любые языки.
Мгм. А вы сказали про уникальную методику. Что это вот какая-то особенная методика Да, для обучения? очень тоже, да, наша, ну, одна из самых, наверное, основных особенностей школы — это наша уникальная методика, которая называется «равный равному». Что это означает? У нас в школе каждый участник процесса, он является и учеником, и в то же время и учителем. Ну, на примере расскажу. Вы приходите к нам в кампус, садитесь за рабочее место свое, открываете проекты, начинаете их выполнять, понимаете, что, возможно, вы, ну, невозможно, чаще всего непонятно, как это сделать, начинаете что делать? Использовать ресурсы интернета. Не найдя ответа из интернета, у вас есть возможность спросить соседа справа. Мы так привыкли говорить, если вы не нашли ответ в интернете, у вас всегда есть сосед слева, есть сосед справа, есть сосед сзади, поскольку спереди, поскольку в кампусе помимо вас еще где-то 150 человек. Вот. И в любом случае найдется тот человек, который смог этот проект разобрать, сможет вам подсказать, объяснить. В то же время ты, в свою очередь, объяснишь это другому человеку. И такая вот цепочка, такое коллективное обучение, оно действительно очень быстро передает знания, не просто там какие-то теоретические, а уже знания на практике, поскольку у нас практикоориентированный подход. При получении теории ты сразу же ее выполняешь на практике. И помимо того, что каждый участник должен свой проект проверить 3 раза, у других участников, то и, соответственно, ты, как учитель, должен у таких же 3 участников проверить их проекты. То есть такое вот, знаете, такое коллективное обучение, очень быстрое, очень эффективное, и его, конечно, сложно понять, его нужно прочувствовать. Поэтому я заранее приглашаю всех пройти отборочный интенсив к нам. Действительно, такая уникальная методика, интересная, и всем попробовать. Ну и помимо, конечно, как я уже говорила, при таком обучении очень хорошо прокачиваются мягкие навыки. Это умение работать в команде, потому что у нас есть и групповые проекты, где участники распределяются по ролям, и, естественно, необходимо свою работу в команде выполнить, ее необходимо защитить, также командой проверить другие проекты. Ну, в общем, коммуникация, умение работать в команде, умение действительно найти те задачи, чтобы эффективно, быстро выполнить в нужные сроки проект, такой, так сказать, тайм-менеджер, продуктивность, все это очень хорошо прокачивается у нас на обучении в нашей школе. Но получается, оно все-таки очное по большей части. Очное только на именно отборочном бассейне. Далее, когда участники уже переходят на основное обучение, оно доступно гибридно, то есть они могут обучаться удаленно, могут точно приходить в кампус, могут обучаться удаленно. То есть житель района, например, он может приехать на бассейн, пройти этот отбор и потом вернуться к себе в условный Ленск или там... Да, совершенно верно. И оттуда учиться? Да, конечно. По статистике 30% участников основного обучения у нас как раз-таки с ближних районов, с улусов республики, поэтому такое гибридное обучение, оно доступно. А на время бассейна они где живут? На время бассейна, ну, конечно, Где найдут? как мы привыкли, да, чаще всего, наверное, скорее всего, у родственников, но мы в этом, кстати, в этом отрабатываем в этом моменте благодаря сотрудничеству с образовательным учреждением, которое неподалеку от нас, как раз-таки в летний период мы в планах уже в этот год запустить общежитие
именно на прохождение отборочного этапа, и мы как раз хотим, чтобы больше была возможность для отдаленных улусов, было доступно это обучение, чтобы они приезжались, размещать их именно в общежитиях, чтобы они спокойненько проходили отбор и уже потом разъезжались и удаленно либо с дома обучались, либо в ближайших IT-центрах, в общем, чтобы действительно наше обучение было доступно для всех. А якутский кампус вообще как-то отличается от кампуса других регионов? Ну, Если- понятно, что от Москвы и от Петербурга, наверное, отличается. Ну, если мы говорим... Или они все по одному образу и подобию сделаны? Если мы говорим про образовательный контент, который на платформе заложен, конечно, они не отличаются. У нас единая платформа, единые задания. Единая программа? Да, единая программа, все направления едины, и даже у нас есть программа «Мультикампусность», она называется. Это когда наши участники проверяют проекты центральных городов, ближайших городов Новосибирска и Сургута, и также как наших участников проверяют другие кампусы. Но если мы говорим о какой-то атмосфере, каким-то обычаям, традициям кампуса, то, конечно, они отличаются. Это и в дизайне кампуса заключено, поскольку действительно у нас в кампусе специально для нас, нашими местными дизайнерами, вот как раз креативная индустрия, были разработаны муралы, которые нанесены на стены. То есть такая национальная идентичность, она в кампусе присутствует. Естественно, это национальные праздники все наши мы отмечаем, так же, как и в других кампусах они отмечают какие-то свои национальные праздники. По статистике наш кампус еще очень отличается тем, что девушек у нас намного больше по сравнению с центральными городами. Да, 40% у нас обучаются девушки, а в России 25%. То есть, да, такая разница. Мы очень рады, что девушки идут в профессию IT, потому что все думают, что это больше такая мужская направленность, на самом деле не так. Поэтому вот и такая интересная статистика. И средний возраст кампуса Якутска намного выше, чем средний возраст других регионов. А какой, кстати, у нас возраст? было в том году 30, в этом году мы чуть-чуть помолодели, на 29 лет, а в среднем по России 24. Вот. Такая интересная статистика. То есть идут люди взрослые? Ну, если мы вот так процентовки возьмем, то где-то примерно 60/40. 60% уже взрослого населения, 40 студентов, вот примерно так. А вот эти взрослые, они совершенно из других профессий приходят, или они имеют какое-то отношение к цифровизации, к IT, приходят специально какие-то свои навыки, вот какие-то проекты? Да, ну на самом деле опять возвращаемся к статистике, которую мы регулярно ведем. 70% именно наши здесь в Якутске кампусы, 70% участников у нас пришли с нулевыми знаниями в IT, в разработке именно. Да, ну есть, конечно, люди опытные, которые приходят просто посмотреть для интересов и потом остаются, прокачивая, потому что у нас есть более такие усложненные ветки, действительно, даже, можно сказать, для опытных разработчиков они сложноваты. Даже бывает, что люди, которые приходят и говорят: боже, какой сложный бассейн, но я вроде в разработке столько лет, для меня это сложно. Но на самом деле каждый находит свое. Кто-то хочет реализовать действительно свой потенциал и развиваться в IT-сфере, реализовать свои какие-то проекты. Кто-то приходит просто прокачать какие-то свои навыки, опять же, мягкие навыки, и их реализовывать непосредственно в своей уже профессии, быть, наверное, более эффективным в своей профессии. Да, вот. И у всех, в общем, разные цели, но цель у нас, конечно, одна. Это цифровизация региона, и чтобы наши участники выходили с такими навыками в цифровой сфере очень высокими и действительно конкурентоспособными на рынке труда. А сколько сейчас участников, учеников?
Если мы берем основное обучение, их 300 человек, запускаем мы их так называемыми волнами. Значит, первая волна обучения — это вот первые 2 бассейна, которые прошли в 2023 году. В период открытия, они запустились 19 января 2024 года. В среднем основное обучение оно длится 1,5 года, но опять же все зависит от самого участника, от его темпов. Кто-то намного быстрее осваивает программу. У нас геймифицированное обучение, то есть геймификация встроена в цифровую платформу, на которой они учатся. Естественно, чтобы стать выпускником, им необходимо достичь 12 уровня. Ну, как, собственно, в игре. Наверное, все в игры играли, знали от уровня к уровню. Необходимо пройти и, достигнув 12 уровня, выпуститься. Сейчас у нас 3 волны. Январь 24, май 24 и ноябрь 24. В общей сложности 300 человек. Из них уже, конечно, мы планируем первую волну в сентябре месяце выпустить. По прогнозам это будет больше 50 человек. Естественно, отбор естественный он есть, то есть как бы такой селекшн, да, кто-то достигает своих целей и заканчивает обучение раньше, кто-то вообще не хочет заканчивать, поскольку действительно обучение, оно такое универсальное. После того, как они уже, будучи выпускниками, они могут остаться и уйти на гибридные ветки, то есть это такие более сложные уже проекты. И, собственно, даже после выпуска они планируют оставаться и обучаться у нас в кампусе. Вот. Ну и если мы говорим в целом о цели нашей школы, это, конечно же, трудоустроенные выпускники, выпускники, которые трудоустроены в IT-компании региона Республики Саха-Якутия. Сейчас в целом у нас по всем участникам 22% уже трудоустроены в местной IT-компании. Они в процессе учебы трудоустроились? Да, совершенно верно. Они уже еще не будучи выпускниками, в период обучения уже трудоустроились и работают в IT-компаниях наших местных. И хочется сказать, что у нас в период обучения встроена обязательно стажировка 3-месячная. Это такой индивидуальный проект, он обязателен. И, собственно, как раз-таки после стажировки, выходя на стажировку, чаще всего более 90% уже получают как раз-таки оффер, предложение о постоянном месте работы. Но чтобы предоставлять им места для стажировки, у вас, наверное, должны быть договоренности с теми же IT-компаниями? Да, конечно. Мы ведем работу в этой области. У нас заключены ряд соглашений. Но мы работаем не только, конечно, в рамках этих соглашений. Мы часто ведем переговоры либо по запросу работодателей, либо совместно проводим какие-то мероприятия именно вот с различными организациями, именно вот как на поиск кадров, каких-то интересных проектов, участие в различных хакатонах, где работодатели, собственно, предоставляют какие-то кейсы, которые наши участники берут в разработку, делают, и там наиболее успешные проходят дальше финал, их отбирают. И, собственно, у нас сейчас в данный момент как раз-таки очень много проектов, которые успешно прошли, там финальные какие-то отборы реализуются, разрабатываются уже будучи в кампусе, которые они планируют действительно уже как готовый продукт предоставлять заказчику. Вот. И, конечно, очень много планов в плане того, чтобы работать именно и сотрудничать с крупными корпорациями, с крупными IT-компаниями. Вот. Поэтому действительно в этом направлении очень много работы, очень много перспектив и
Мгм. По словам Германа Грефа, программа обучения очень эффективная, самая современная модель обучения в мире. Ну, в общем, про это рассказали. Давайте э, поверим Грефу на слово. В планах расширять количество специальностей, по которым будут готовить специалистов. Вот какие сейчас специальности есть и Там. что планируется? Ну, на самом деле работа в этом направлении очень хорошо ведется центральным, ну, получается, центральной школой, центральным филиалом. Рынок труда, он очень, конечно же, меняется, потому что объем задач вот именно цифровизации с каждым, не знаю, с каждым месяцем, наверное, возрастает. Это очень большой спрос, и этот спрос, он постоянно меняется на различные специальности. И если у нас на момент открытия была, например, одна ветка, это разработка ПО, то есть мы непосредственно готовили только разработчиков и только специальности, относящиеся к разработке. Это там, мобильная разработка, специалисты разработки языка C, C++, фронтенд разработчики, бэкенд разработчики, то сейчас у нас ввелась дополнительная неразработческая ветка, то есть участники уже на бассейн могут примерно посмотреть то, что их может заинтересовать из неразработческих веток и таких направлений, как, например, тестировщик или аналитик данных, или, например, сейчас очень популярна, как вы знаете, кибербезопасность. В общем, да, и поэтому, если на момент, вот, опять же, запуска школы это было всего 12 направлений, 12 специальностей одного направления разработка ПО, то сейчас уже около 17 и еще около 4 ну, скоро ведутся, буквально в апреле 2025 года, да, и можно уже уйти именно на смежные, так я называю, профессии, которые связаны с цифровыми навыками, но не прямо относятся именно к разработке. Вот. А бассейны для них разные, для этих? Нет, бассейн — это такой отборочный этап, и он направлен именно на то, чтобы участника адаптировать к методике обучения. И вот самые адаптированные, мотивированные, они попадают на основу, а уже именно на основном обучении выбирают. да, выбирают Но вот ветки. какими нужно обладать навыками, чтобы этот бассейн пройти? Что там проверяется? Ну, мы всегда говорим, что на самом деле вам не нужно какими-то определенными навыками, умениями обладать. Чаще всего говорят, гуманитарии не подходит, только математический склад ума, но поверьте, это не так. У нас в примере, на практике уже мы видим, у нас очень много людей с разных профессий гуманитарных, которые вообще никогда не программировали, не кодили на нашем языке говоря, но уже сейчас, проучась там буквально год, они уже создают и игры, и создают приложения, и развиваются, поэтому особо каких-то навыков, талантов ну, не требуется. Как я всегда говорю, это желание учиться, желание пробовать что-то новое, желание развиваться, ну и, конечно, это мотивация. Вот самые главные навыки, которые требуются на бассейне. И когда ближайший, ну вы сказали, что ближайший 2 февраля, он уже набран, а набор Да. когда будет? С 3 по 28 у нас стартует первый бассейн, второй бассейн у нас стартует с 10 марта по 4 апреля. Туда заявочная кампания еще открыта. Я приглашаю всех попробовать себя, пройти отборочный бассейн, действительно такой тест-драйв в IT-индустрии, почувствовать на себе, что это такое, почувствовать, испытать, так можно сказать, на себе методику peer-to-peer, действительно найти очень много интересных, наверное, интересных собеседников, друзей, таких единомышленников, потому что школа 21 — это все-таки еще про комьюнити, про сообщество, IT-сообщество, развитие IT-сообщества, да, за поддержку, за живое общение. Поэтому, конечно, каждый человек, который придет к нам в школу, я думаю, найдет для себя что-то новое и интересное.
А вообще у нас IT-сообщество ведь довольно такое активное. Да, То у есть нас Якутия считается цифровым регионом, вот как вы считаете, по праву это? по праву совершенно верно. Мы буквально влились уже, можно так сказать, с уверенностью в инновационную экосистему. У нас очень много подведомственных учреждений Министерства инноваций, очень много резидентов IT-парка. И, кстати, они, многие, кто там работают и пробовали у нас отборочные бассейны, приходили, кто-то учится. И, конечно же, мы чувствуем это IT-сообщество, мы все вместе. И мы, можно сказать так, школа 21, оно добавило такую массовость для IT-сообщества региона. Да, очень, я думаю, что мы только будем развиваться и расширяться. Ну, вот вопросами трудоустройства вы прямо отдельно занимаетесь? Да, про вопросами трудоустройства мы занимаемся отдельно. У нас есть отдельный специалист, он называется ПИН, отвечает он за стажировки. У нас нет прям такого трудоустройства, у нас есть стажировка и помощь в трудоустройстве. То есть на самом деле трудоустройство все равно это такая ответственность все-таки самого участника, поскольку, да, действительно, его выбор, его ответственность, как и в жизни, мы самостоятельно проходим собеседование, мы самостоятельно составляем резюме, мы выбираем туда, куда мы хотим идти работать, но мы во всех этих вопросах, естественно, курируем, помогаем, направляем, проводим различные мероприятия карьерные и так далее, обучаем. В общем, все это есть для того, чтобы успешно пройти как стажировку, так же и успешно трудоустроиться. И за 1,5 года они получат какой-то диплом? Да, они получат получат сертификат об сертификат. окончании, да, по тому направлению, по которому они пошли. Там будет либо это разработчик ПО, там и специальность написана, либо это будет не разработческая ветка, но тем не менее там тоже специальность, конечно же, будет, сертификат об окончании школы 21. А вот вообще цифровое образование, да, мы говорим вот цифровое образование, какая вот основная особенность цифрового образования? Ну, по моему мнению, особенность это, конечно, доступность. Доступность, поскольку независимо от какого-то географического положения, у нас у всех сейчас есть под рукой, что телефон, компьютер, интернет. И, конечно же, это позволяет обучаться дистанционно, позволяет изучать всевозможные материалы, всевозможные курсы, которые сейчас предоставляются. Да? И в целом, единственное, что может помешать цифровому образованию, это, конечно же, действительно какие-то технические сбои, там, перерывы, разрывы там, интернета и так далее. А так, в принципе, сейчас нам ковид, который у нас случился, да, действительно очень быстро повлиял таким мощным толчком для развития, да, вот этих вот всех онлайн-платформ. И, собственно, сейчас, я думаю, каждый человек даже благодаря какой-либо онлайн-платформе обучается спокойно и владеет спокойно, поэтому как бы действительно оно доступно. Вот это очень важно. А вот цифровое образование и креативные индустрии, да, вот их развитие, вообще правильно ли то, что о них говорят вместе? Естественно, конечно, это правильно, потому что я вот вообще не представляю уже креативную индустрию и цифровые какие-то технологии как раздельные. Это единое целое, поскольку, опять же, все инструменты, которыми в креативной индустрии сейчас активно пользуются, это все цифровые технологии. Например, обработка фото, обработка видео, обработка звука, там, монтаж, все что угодно, дизайн, проекты, какие-то, не знаю, приложения, где это все размещается. В общем,
опять же, сотрудничество, совместно обмен опытом через ВКС проводятся всякие онлайн-сервисы там, для обмена опыта, для обмена знаний, там, я не знаю, для каких-то совместных реализаций планов. То есть это все цифровые технологии, без которых уже, я думаю, ни одна сфера направления нашей жизнедеятельности не обходится, будь то это креативка, будь то это здравоохранение, образование и там ЖКХ, то же самое, да. Ну, как вы считаете, через 10 лет, вот, ну, там, условно, через 10, через 15 лет школа изменит ландшафт? Вот? Безусловно, изменит, да, безусловно, изменит, потому что я вижу, какие творческие люди приходят к нам, помимо того, что они обладают цифровыми какими-то навыками, и как у них горят глаза для того, чтобы какой-то проект реализовать, чтобы он приносил пользу не только для кого-то одного, собственно, для региона, для всей страны, да, действительно. И такие уже кейсы успешные они есть, мы их видим, мы возлагаем большие надежды, что все вот эти проекты, которые создаются в рамках, в стенах школы, они принесут большую пользу для республики. Что ж, успехов вам, успехов всем проектам. Благодарю за беседу, за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Думаю, что телезрители тоже для себя что-то интересное почерпнули. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.